В 2013 году Интерньюс Кыргызстан осуществил важный проект для миростроения и сохранения межэтнической толерантности в Кыргызстане. В городе Ош мы в сотрудничестве с правительством запустили новую телерадиокомпанию «Интымак». После межэтнических столкновений в 2010 году на юге страны были закрыты все узбекскоязычные СМИ. Сегодня на «Интымаке» работают представители местных национальностей и обеспечивают население объективной информацией на их родных языках. Мы содействуем реформированию общественной телерадиокомпании. В рамках этого проекта руководители бывшего государственного телеканала впервые вышли на встречу с общественностью. Впервые проделаны функциональный, технический и финансовый анализ общественного вещателя. Для повышения профессионализма журналистов мы проводим тренинги и семинары. Для улучшения управления телерадиокорпорацией мы организуем консультации с зарубежными экспертами. Телевизионная программа «Открытая Азия» по-прежнему остается одной из любимых программ кыргызстанских телезрителей. Она выходит в эфир уже 14 лет и завоевала большую аудиторию. Это программа для народа и о народе. Вместе с коллегами из Центральной Азии мы рассказываем о народных героях, люди, которые сами строят дороги, организовывают юрточные детские сады на Джайлоо, сами собирают трактор для хозяйства, да еще и устраивают гонки по всему селу. Интерньюс – это школа журналистского мастерства не только для молодых журналистов, но и для всех работников СМИ. Именно в школе журналистики Интерньюс я углубила свои знания в области телевидения и также узнала, как делаются новости на радио, в печати и онлайн. За 2 недели обучения я получила огромные знания и набралась практического опыта. Интерньюс – одна из организаций, которая открыла мне двери в будущее. Когда я написал сценарий документального фильма для дипломной работы и обратился в Интерньюс, меня поддержали и оказали помощь. После я в течение нескольких лет не прерывал связь с Интерньюсом, практиковался как оператор и набирался опыта. Интерньюс помог мне определиться с профессией. Впервые Интерньюс подготовил практические руководства по ТВ и журналистике на кыргызском языке. Интерньюс не только ограничился выпуском учебников, но и проводил семинары в Бишкеке и Аше с приглашенными тренерами, всемирно известными профессионалами. Интерньюс проделал огромную работу в подготовке корреспондентов для телевидения. Если до Интерньюс мы работали по знаниям и навыкам, полученным во время СССР, с Интерньюс мы научились работать в соответствии с международными стандартами журналистики. Во-первых, они помогают в обучении журналистов, технического персонала телерадиокомпании. И они также помогают в проведении исследований аудитории. Это, мне кажется, очень важно, потому что телевидение же общественное. Интерньюс – это также общественные информационные кампании по необходимости реформы общественного телевидения, по декриминализации клеветы, по медиазаконодательству. Многие инициативы, они шли нога в ногу с Интерньюсом. Интерньюс для нас – это прежде всего партнер. Это стал стартом для наших авторских проектов. Они, как независимые авторы, позволило нам осуществить 4 проекта грантовых, на протяжении 5 лет мы осуществляли. И более того, оказывала, помимо финансовой поддержки, оказывала и вещательную поддержку на казахском спутниковом канале, что помогло нам расширить нашу аудиторию на Центральную Азию. Это было в 2011 году. Мы начали проект, который следит за обещаниями политиков. И Интерньюс оказал нам финансовую поддержку, моральную поддержку, чтобы этот ресурс продолжил свое существование. И на данный момент мы существуем уже 2 года. Это уникальный ресурс, потому что в Кыргызстане больше никто не занимается тем, чтобы отслеживать обещания политиков.